2024. Сегодня на домашнем матче спортивная школа. Так, мы готовы начинать. Второй матч за сегодня. Так, в гости к нам в Якутск приехали из Владивостока. Краевая спортивная школа Олимпийского резерва. Под одним в зеленой форме, а хозяева в синей форме. Судит встречу Устенко Евгений из города Уссурийска. Помогает ему Березовский Эдуард и Зубарев Никита из города Якутска. 16-й номер. Третий номер капитан команды хозяев Михаил Кабанов, наш защитник. И 19 номер у гостей. Это у нас Копылов Кирилл. 2007-2008 года рождения, ребята. 17 года. То есть 7 года им уже 17 лет получается. Ю-17. Номер 105. Вот номер 2. Средний. Давайте посмотрим таблицу. Таблица. Гости из Владивостока в первом матче победили 1-0. Они победили команду Сахалина в гостях. А якутяне, вот, к сожалению, проиграли, да, 1-2 со счетом команде Локомотив. Так что якутянам обязательно нужны очки. Тем более в прошлом году вот эти ребята заняли 3-е место. Бронзовые медалисты. Состав быстренько покажу вот так. И по ходу встречи будем называть фамилии. Надеюсь, было это слышно. Отлично заряжены обе команды. А перед матчем вот кричалку. Ой, айхал. Первый матч у нас команда младшего возраста. Вот команда Краевой спортивной школы оказалась на голову сильнее якутян. 7-0 победили. Да, если вот пропустили, обязательно посмотрите в записи. Повторы голов у нас должны быть вот в телеграм-канале ЮФЛ ДВ, Юношеская футбольная лига Дальнего Востока. Также там вот после матча интервью. Якутяне вот в синей форме. Там небольшой фол был, но вот якутяне продолжают владеть мячом. И ну-ка, к сожалению, там не видно. Мне тоже, как и вам, что было там в углу, на углу поля. Ну, по-моему, там штрафной удар поставили. И да, лежит игрок. Но встает, все в порядке. И будет у нас штрафной удар. Подача с угла поля. Ну-ка, смотрим за подачей. Высокая подача, удар головой. Чуть выше штанги. Да, опасный удар. Ждем ввода мяча. Высоко прессингуют хозяева. Якутяне. Так, низом пошла передача. И перехвачена передача. Так, запустили ли мы таймер? Нет, конечно. Давайте. Хоть с опозданием, но запустим. Так, у нас идет
Минута 54 сейчас идет. Вот так вот, вторая минута только началась, все верно. Ничего страшного. Ну-ка, идет игрок. 24 номер. Но нет, остановили его. И ну-ка, 28 номер. Все еще с мячом. Входит он в штрафную площадь. Под правый убрал. Отдает пас. 7 номер. Пытался навесить, но попал в игрока защиты. И тут 7. А нет, это 18 номер, да? Нет, не удалось. И, по-моему, аут. Будут вводить хозяева. В защите вот 99 номер. Это у нас Башкирцев Матвей в центре защиты. На фланге, ну то есть тоже в центре защиты 19 номер. Это у нас Копылов Кирилл. И пошли ребята в центр. Но нет, сразу же высокий прессинг, 22 номер. Отправляет передачу вперед. И у нас забег здесь. 100-метровка практически происходит. Но не успел 7 номер. 11 номер бил издали, но выше ворот не точно. Александров Александр, 11 номер. И 7 номер, это вот Киселев Алексей был. Забег хороший он сделал, но вот защитник оказался чуть быстрее, но он впереди был. Так, в атаке, по-моему, 22 номер, да, так и бегает. Тараткевич Владислав. Вот хорошо, что с ним все в порядке. В прошлом матче у него вот ноги свело. Он не смог доиграть матч. И, к счастью, все хорошо. Да, и вот на послематчевом интервью тренер команды сказал, что хорошенько не готовились ребята, потому что вот готовились к экзаменам. Сейчас вот скоро уже каникулы, так что вот ребята будут полностью сосредоточены на футболе. Ну-ка, 28 номер, передача в центр. Здесь защита 5 номер, удар издали. Вратарь, по-моему, контролировал. Рядом со штангой удар. Наносил 24 номер. Это Клименко Владислав. Ну, а, по-моему, Козырев Илья на воротах все контролировал. Ну, для вида проводил, конечно же. Пошла высокая передача. Тоже на подборе. На подборе гости. Передача в центр. Ну-ка, здесь 36 номер. Передача на фланг. Клоченков Игорь, 38-й. 36-й вот номер был. С аута. Вернули мяч. И ну-ка отсюда передача в центр. Перехвачена. И сразу заброс вперед. Не точно. И через защиту. Решили спокойно, да, во владение поиграть. Мяч потрогать обязательно надо. Привыкнуть к нему. Ну и, соответственно, когда команда противников не владеет мячом, соответственно, они не смогут забить гол. Высокая передача. Ну как, тоже ударит. 7 номер с мячом. Но нет, защита справляется. Выбивает мяч вперед. У нас Данил Мирошниченко впереди. 18 номер. Если не ошибаюсь, он и забил. Вот единственный гол в предыдущей встрече. Если я ошибаюсь, конечно же, можете меня поправить в комментариях. Комментарии сегодня открыты.
прошлом матче комментарии были закрыты. Так что любые пожелания, замечания, исправления. Жду вас. Илья Козырев. Ну-ка, высокая передача в центре поля. Есть Данил Мирщенко. Вот он. Борется. Нужно передачу отдавать. Падает. Нет, судья там рядом. Да, если вот младший возраст совсем не смог никакой бой дать, то сейчас игра, конечно же, более равная. У ребят постарше. В защиту выходит команда Краевой спортивной школы. Передача направо, отсюда в центр, вперед, но не точно. У нас пошла 8-я минута. Ну-ка, 7-й номер. Да, видим у него наколенник. Ну-ка, на левом. Да, на левом фланге. Хорошо развернул. В центре передача. Отсюда удар издали. Вратарь спасает команду. И будет у нас угловой удар. Надеемся, слышно интершум. Ну-ка, вот в ряд стали 4 игрока. Разбежались. И пошла подача в центр. 38-й номер бьет. И добивание. Был ли гол? По-моему, не был гол. Да, не было. И от ворот. Да, нам тут сверху непонятно. То ли с внешней стороны, то ли с внутренней стороны. Мяч попадает от штанги. О, падает тут Редкевич. Владислав. И штрафной удар. Тоже будет подавать. Кабанов Михаил, по-моему, будет подавать. А, Михаил Кабанов у мяча. Впереди целых 6 или 7 игроков. Пошла передача. Там Данил Мирщенко головой. Центр. Редкевич. Груди принимает. И нет, не смог дальше что-то сделать, потому что упал. Но фола нет. Такая мужская борьба. Плечо в плечо. В центре мяч и свисток судьи. Был фол. Передача налево. Да, вот по паре моментов уже команды имели. Такие полумоменты. Пошла передача. И неточная. Отворот будет. Я еще раз напоминаю, вот в телеграм-канале ЮФЛДВ, Юношеская футбольная лига Дальнего Востока. Там повторы голов, да, обратите внимание, вот 7 голов на любой вкус и цвет были забиты. Особенно я бы отметил вот Кузнецова.
Матвея Кузнецова под номером 10 у гостей. А парень был очень ярок в этой встрече, по крайней мере. Оу, падает второй номер. И это фол, конечно же. Штрафной удар. Да, Матвей еще и интервью очень хорошее, содержательное дал. Не у всех это получается. Ну-ка, Данил. Нет, вратарь забирает мяч в руки. Да, еще я запомнил вот в прошлом году из интервью тех, кто вот хорошо давал, это вот, по-моему, из Сахалина парень был. Очень богатый словарный запас у него был. Содержательное интервью. Радкевич с мячом. Офсайд здесь был. А Никита Зубарев зафиксировался офсайд. Поднял флажок. И уже атака пошла от гостей. Так, я, по-моему, не назвал тренеров команд. Главный тренер хозяев Василий Викторович Ивочкин. И главный тренер гостей команды Владивосток Молоков или Молоков Евгений Валерьевич. На замене у нас вот Гохвейс Константин, номер 24, скорее всего, увидим его на поле. Вот, в прошлом году был очень активен. Всегда, по-моему, в старте был. Михаил Кольцов тоже. Смотрим. Также вот 18 номер, который был ближе сейчас к мячу, Данил Мирченко. Один из лучших бомбардиров прошлого турнира. Был он, по-моему, на 4-м месте среди бомбардиров. И мяч уходит в аут. Вводит гости. Падает игрок и фол. Снова у мяча Кабанов Михаил. Ух ты, сильная подача вперед. Но да, даже слишком сильная. Потому что никто не успевает вперед. Вратарь забирает мяч в руки. Теперь уже высокая подача вперед от команды гостей. И теперь уже вратарь Якутян забирает мяч. Пошла подача вперед. Там Данил Мерещенко есть. Вот 18 номер. Может запрессинговать. Не удалось, да. Мощенько отобрать мяч. Вводит пару касаний сделал, но сразу обратно отобрали мяч. Теперь уже так идет правым флангом. 7 номер в центре, не точно. Заброс вперед. Ну-ка, был фол. Судья все объяснил. Катящимся мячом был произведен ввод мяча. Нужно поставить и пас назад. Вот. Через вратаря. У нас, между тем, уже 16 минут сыграно. Напомню, тут по 45 минут будет 2 тайма. Прям как во взрослом футболе. Когда как вот у младших ребят по 40 минут. Да, надеемся, потихонечку войдут в игру. В форму ребята. Потому что вот в прошлом матче не смогли несколько ребят закончить встречу. Ну-ка, 15 номер издали удар. Но все контролировал. Вот так. Илья Козырев.
Если будут вопросы, что за вот интересная стенка за воротами, это у нас альпинистская стенка. И она вот очень высокая, почти вот до крыши. Ну-ка. Владислав идет прессингует. Возле углового флажка там было действие. И аут будут вводить хозяева поля. Вот он заброс. Данил Мерещенко. Еще один заброс. А тут уже два вратаря. 15 номер. Передача направо. Довольно сильно. И в аут уходит мяч. 17 номер. Оскар Гузеев. Ну-ка, еще один фол был. Радкевич Владислав свалил. Да, активно подключает вратаря. Вот защитники. Теперь уже по левому флангу пошла атака. Передача в центр. Снова не точно. И вратарь вступает в игру. Ну и молодцы болельщики. В первом матче практически не слышно было болельщиков. Вот сейчас вот уже что-то есть. Ну-ка, пас в центр. 7 номер. Можно налево отдать. Не видит он. Направо тоже открыто было. И защита успевает. Вот так забирает мяч в руки. Да, втроем вот прям перед одним игроком встали защитники. Было опасно. Но вот не смог он распорядиться мячом. Еще пас сделать. Успели отобрать. Мяч мечется с одной половины на другую. Ну вот прям до опасного удара. Пока что не доходит. Был один сейв, конечно, когда вот в самом начале матча. Можно играть. Нет, пас зад. Передача в центр. Точно. Ну-ка, 7 номер издаль бьет. Не точно. Угловой удар. Шевченко Владислав. 7 номер. Пошла подача. Удар головой. Нет, не получился. И защита выбивает мяч. 38 номер. Оу. Кевич там пас отдал. И там был фол, да, на Владиславе. И будет вводить мяч номер 17. Оскар Гузеев. А нет, Оскар отходит. И Кабанов, по-моему, мяча. Да, Михаил Кабанов. Пошла передача вперед. Здесь Радкевич с Оскаром. Даниил Мирченко. Нет, все-таки отбились.
Щитники. Пас назад. Кабанов. Вперед. Но снова там защита снимает. Севцов Павел вступил в игру. Передача вперед. Там Данилу. Но Данил был далеко. Центр. Оу, падает там Павел Севцов. Но нет, передачу успел отдать. И 7-й номер бьет издали выше ворот. Алексей Киселев бил. И здесь, да, Севцов Павел, когда отдавал передачу, по ногам получил. И вот тельце за ногу, но вроде все в порядке. А у Киселева немножко мяч, да, не смог лечь на ногу. Выше ворот получилось. Здесь на фланге перепасовку защитников. Пошла передача правым флангом. Тут 24 номер. Бежит. Оскар Гузеев против него. И угловой удар. Угловой удар будет. Да, все возвращаются. Впереди остался только вот Данил Мирченко. После него два защитника. Прям возле него стоят. И все. Все остальные игроки в штрафной площади. Ой, подача у нас. Ну-ка, судья там. Значит, я сказал. И все, пошла подача. Пас ближнему. Сюда попытался еще раз подать, но нет. 38 номер. Нет. Передача перехвачена. Пас вперед. Данилу. Данил. Борется. Но ушел мяч в аут. И через вратаря снова розыгрыш аута. Пас назад. Увидели фол. Девятнадцать номер будет подавать штрафной. Да, пошла подача. Защита справляется. Иван Климов, по-моему, вступил в игру. 5-й номер. Отсюда пошла подача. Головой снова не смогли ударить. И Роткевич. 11 номер. 88-й. Идет по флангу. Нет, Роткевич Владислав отлично поборолся. И отправляет передачу вперед на Данила Мирченко. Но защитник тоже успевает. Между тем 25 минут уже сыграно в первом тайме. Уже меньше половины тайма осталось. Ну ничего. Первого тайма. Так что у нас впереди еще полтора тайма. И надеемся, все голы еще впереди. Пока что у нас на табло нули. Ни одна команда не хочет уступать. Но также и не может забить. Защита пока что играет лучше, чем нападение. Передача налево. Центр. Ух ты, пяточкой. Отсюда. Нет, не получилось дальше пойти. Центр передача. На Данила. Падает Данил. И аут. Через центр.
24 номер тут финты заложил. Хотел отдать в центр, но получилось направо. 24 номер все еще с мячом. Подает. Но нет, до удара дело не доходит. И выбивает мяч. Ну-ка, Даниил. Нет, снова не сможет убежать, потому что там всегда он в меньшинстве находится. Там 2-3 защитника у него рядом с ним. Поэтому пока убежать не удается. А с мячом больше вот уже в конце владеет команда Краевой спортивной школы. Леткевич падает. Это фол. На 88 номер свалил. На 22-м. Вячеслав Леткевич и сам несколько раз свалил, и на нем свалили. Да, очень активный он. Да, мяч буквально приклеивается к его ногам всегда. И соперникам очень тяжело против него. Пошла подача от Кабанова. Теперь второй номер. Ну-ка, издали бьет, по-моему. Да, Радкевич попытался нанести удар. Не так показалось. Это больше на пас не было похоже. Передача в центр. Тут уже успевает Радкевич. Сзади атаковали. Пас отдал. И это фол, конечно же. 28 номер. Зорин Глеб. Да, Зорин Глеб получает устное предупреждение пока что. Да, и возможно со следующей уже желтая карточка будет. Да, вот как я уже вот ранее говорил, Кевич Владислав у нас снова на нем. Михаил Кабанов. Через ближнего. Здесь у нас Денис Бабюк. Немножко не точно. Но мяч все еще у якутян. 7 номер. Киселев Алексей. Да, да, машет судья. Значит, был фол. Ну-ка, большие силы. Большими силами пошли вперед. Вот Кабанов Михаил. Гузеиров Оскар. Все защитники. Впереди остался только вот 36-й номер у гостей. Это у нас Клоченков Игорь. И с ним 2 защитника. Все остальные вот пошли в атаку. 7 человек атакуют. 6 человек внутри штрафной. И 1 вот подает. Активно вот двигаются. Можете увидеть. Кто-то вперед, кто-то назад. Пытаются запутать. Ждут команду судьи. И пошла подача. Кто же первый? Не успевает. Там Даниил. И аут. Нагербадзе Данил будет водить мяч с аута. 88 номер. Подача. И сразу запрессинговали его. Передача в центр. Отсюда чуть дальше. Ну-ка. Успевает в подкате выбить мяч. Тут в обратную атаку не смогли убежать гости. Но нет. После удар. 38 номер. Еще не удар, но мимо. В это время, да, сказали, что желтую карточку получили. Но вот, к сожалению, не успел я услышать, кто же желтую получил.
Успевает Данил Мирошниченко. Обыгрывает одного. Идет против второго. Все еще прессингует. И был фол. Мадам Рыткевичу что-то объясняет судья. Пошла подача от 19 номера. Но тут второй номер дважды головой сыграл. Это у нас тренер Андрей. Кто-то там на трибунах запел. Отсюда не очень хорошо слышно. Падает игрок. И штрафной удар. Да, в опасной близости от штрафной площади. Да, это гости поют на трибунах. Это вот младший возраст команд. Пошла подача. Удар головой. Нет, никто не смог нанести. И будет у нас удар от ворот. О, к сожалению, снова у нас, оказывается, закрыта трансляция. Комментарий. Свисток судьи. И желтая карточка 88 номеру. Лежит Раткевич Владислав. Нагербадзе Данил. Да, на Гербадзе Даниил. 88-й. На повторе посмотрел, да, все отчетливо видно. Да, прямо в ногу сыграл. А вот они общаются с Владиславом. Шла подача. А, а эта передача уже, да, в сторону трибун уже была. Будет аут. Аут поточнее. Ближе к воротам. Гостей будет выйден Гузейров Оскар. Вот он подает аут. Мяч еще в поле. Ну-ка. Передача в центр. Оставляет Тренину. Тут уже... О, падает по ногам, да, получает Даниил Мирошниченко. И штрафной удар. Да, прям звук было слышно. Да, у мяча 23 номер. Павел Сырцов. Отсюда подает. 6 человек внутри штрафной. И вот чуть сзади тренер Андрей. Пошла подача. Ух ты! Вратарь спасает команду. Да, это удар был в дальнюю девятку. Но вратарь на месте, да, все контролировал. Да, отметим. Хорошую игру вратаря. Евгений Грязнов на воротах гостей. Головой удар.
Пошла подача. Тоже ударит. Нет, снова удар не получается. Кабанов. Упал Кабанов Михаил. Держится за ногу. Нужен врач, да. Да, ребята все просят попить. Да, довольно жарко здесь у нас на манеже. Гости тоже подбежали. Да, практически сотни болельщиков у нас на поле. То есть на трибунах. Ну, сотня. Это так, примерно. От 50 до 100 человек. В том числе вот человек 20 это вот младший возраст, который до этого играл. Две команды это уже человек 40 наберется. Так что на трибунах не так пусто, как было в первом матче. Игра у нас возобновляется. Пас-центр. И ну-ка, 38 номер. Может передачу отдать налево. Вот она передача. И еще на дальней есть еще один человек. Удар, в штангу попадает мяч. И Оскар Гузеев выбивает мяч подальше, да, в аут. Нет, успевает. В аут еще мяч не ушел. Да, опасный был удар. Прям в штангу упал. Ну-ка, обыгрывать. Нет, не смог обыграть 5 номера. Передача назад. Центр отсюда. Хорошо обыграл. Еще один. Нет, зацепил мяч. Успевает. Ну-ка, издали удар. Защитник на пути мяча. И вратарь забирает мяч в руки. Кабанов возвращается на поле. Тем временем оказали ему помощь. Для Козырев с мячом. Мы аплодируем в это время Михаилу Кабанову. Сможет он продолжить встречу. Ну-ка, Владислав Иткевич. Оскар Гузеев. Оскар, можно в обратную сторону отдать. Да, вот он, Владислав. Нет, стоял на ногах. И через Гузеирова. Гузеиров ошибается в передаче. И нет, теперь уже ошибается в передаче в атаке. Гости. Передача вперед. Там Данил Мирощенко. Киселев Алексей. Но нет, никто не смог догнать. Ходит мяч к защитникам. Около 5 минут у нас осталось до конца первого тайма. Передача в центр. А тут Гузеиров Оскар. Центрального защитника отыграл. Да, иногда одни вот игроки. Вот с правого фланга здесь. Вот как раз пошла передача. Вот не всегда замечают это вот игроки по центру. Что там вот на свободной зоне открытый человек стоит. Ну-ка, 23 номер. Передача направо. И бежит 7 номер. 2 седьмых номера встретились на поле. Это Алексей Киселев у хозяев и Шевченко Владислав у гостей. Пошла передача. Но тут Предкевич Владислав. И передача в центр. Нет, там небольшой рикошетик. И снова мяч у гостей. Хорошо, 28 номер идет. Входит в штрафную. Передача отдает. Падает игрок. И будет штрафной удар. 11 номер, да, показывает, что ничего не было. Но 38 номер упал, и судья совсем был рядом, поэтому судье виднее.
Решайте сами. Был ли там штрафной удар? У мяча номер 38. Абдурахманов Ринат. У мяча. 5 человек в стенке. Один еще в оттяжке. Абдурахманов Ринат. Удар. Вратарь спасает. А Илья Козырев надежен. Будет у нас угловой удар. А в это время я пересмотрю тот самый момент со штрафным ударом. Можете сами тоже, да, пересмотреть. Ну-ка, удар. Нет, защищались, ребята. Пас и через Оскара. Выход из обороны. У нас буквально пару минут до конца первого тайма. И скоро увидим, да, сколько добавили у нас в первом тайме. Ребята потихоньку входят в форму. Уже веселее, да, играют. Только начало чемпионата. Только второй тайм. Второй тур. Так что все самое красивое еще впереди. Все интриги. Также наша интрига в сегодняшнем матче. Еще не разрешилась. Счет у нас 0-0. Пока ни одна из команд не может выйти вперед. И вратари и защита пока на высоте. Отбиваются якутяне. И 19 номер. Подача вверхом. Но нет, вратарь забирает мяч в руки. Как Козырев вводит мяч в игру. Одна минута будет добавлена всего лишь. Да, особо остановок не было, голов не было. Поэтому всего лишь 1 минута. Будет аут. И вводить будут хозяева встречи. Оскар Гузеев у мяча. Вот он вводит мяч. Даниил Мещенко. Попадает в своего, по-моему. И да, первый тайм у нас заканчивается. С счетом 0-0. Да, давайте остановим таймер. И ждем вас во втором тайме. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Все самое интересное впереди.
Итак, ждем второй тайм. Местное время 18:02. Ведем трансляцию из спорткомплекса Дохсун. Это у нас скрытый манеж в городе Якутске. К нам в гости приехали команда из Владивостока. Краевая спортивная школа Олимпийского резерва. Пока же счет по нулям. Это у нас юношеская футбольная лига Дальнего Востока по футболу. Итак, второй тайм начался. Гости у нас зеленый, в салатовых футболках. Хозяева в синих. Итак, вот гости атакуют. Да, довольно остро атаковали обе команды. Но вот голов забить не удалось. Пару раз, конечно, сейв был. Масаф Открич с мячом. Можно пас отдать. Еще раз назад. И отсюда уже на фланг. То здесь 7 номер. Смещается он в центр. Отдает назад. Пас центр еще один. Сюда. Нет, не точный пас на 5 номера. И уже пошла контратака гостей. Передача в центр. Она будет перехвачена. И закидушка вперед. Обратный пас закидывает. Ну-ка. Нет, до удара не дошло. Попытались ударить, но попали друг в друга. И удар от ворот у нас. Козырев вводит мяч в игру. Но вот верхом все снимают гости. Ну-ка, удар, гол! Забивает гости и выходят вперед. 1-0. Владислав Шевченко забивает гол. Первый гол в этой встрече. Номер 7. И теперь уже хозяевам нужно отыгрываться. Да, вот у вас есть возможность перемотать, пересмотреть. Принял мяч внутри штрафной, развернулся и ударил спокойно в дальний угол. Шевченко. Да, Владислав Шевченко хорош. Падает 11 номер. Пошла передача вверхом, вперед. Ну-ка. Входит в штрафную площадь, но нет. Тут защитник. 17 номер. Оскар Гузеев. 28. Нет, 20 номер. Идет вперед в углу штрафной. 7 номер бьет, попадает в перекладину. И добивание, гол. 2-0. В самом начале второго тайма. Быстро на счет становится 2-0. И судья там что-то показывает. Был ли там офсайд или что? Идет он консультироваться. Да, там был толчок, видимо.
Резервный судья что-то подсказывает. Гола нет. Да, судья говорит. Да, хорошо, что не успели изменить мы счет на табло. Да, счет не изменен. Да, 38 номер там. Был очень недоволен. Но гола нет. Гола нет. Что мы можем сделать? Да, за прошлое нарушение желтую карточку получает. Номер 5. И 38 номер тоже получает желтую карточку. Это уже у гостей. Сейчас назову ребят. 5 номер у хозяев это Климов Иван. И 38 номер это у нас Абдурахманов Ренат. Желтую карточку обе получили. Да, можете пересмотреть. Я сам вот немножко не понял, что же там было. Так, это я первый гол попал. Ну вот я немного не понял. Там судья, тренер тоже там сказывает резервному арбитру. В это время подача у нас штрафной удар. Ну-ка, была игра рукой, не было. Был ли пенальти? Тоже не был. Судья говорит, вставать. Боковой судья тоже ничего не зафиксировал. И пошла контратака. Успевает защита. И падает игрок. Второй номер свалил. Штрафной удар. Да, сложный матч для судейства. Да, здесь в самом начале атаки там вот, по-моему, нарушение было. Нет, по-моему, из-за этого вот отменили весь этот гол. И теперь у нас штрафной удар. Пошла подача. Нет, до удара не дошло. Пас, удар, нет, не попал по мячу 99 номер. И вот здесь выбивает мяч защита. Да, можете сами посмотреть. Вот были там пенальти в ответной атаке якутян. Да, мяч то ли попал, то ли не попал. Потом тоже по ногам. То ли попали, то ли не попали. Да, непонятно. Да, тут нужно экспертное мнение. 38 номер. Вот подача на дальнюю штангу. Здесь 7 номер. Понимает мяч. Убирает он под левую. Левой бьет. Вратарь спасает. Еще один удар от 38-го. Но уже выше ворот. Хорошая атака. И в это время готовится замена. 24 номер. Хозяев. Готов вступить в игру. Это Константин Гохпес. И заменяет он тренера Андрея. Да, по-моему, Андрей тренер, он был защитник, мне казалось. А Константин Гохвейц, конечно же, у нас нападающий. Вот, плотненький парень.
Вот он сразу вступает и сразу, да, делает нарушение Константин Гахвейс. Да, не успел даже войти в игру, ни разу не коснуться мяча, а уже фол. Такой вот активный парень у нас. Счет 1-0, скользкий счет. Все может поменяться. Передача низом, 28 номер. Встречает его. Ну-ка. Передача на правый фланг. 7 номеру. Да, Владислав Воткевич. И выбивает мяч гости. Константин Гохвейц сразу побежал вперед. И своего нападающего играет. Да, вот, надеюсь, слышно. Трибуны. Ну-ка. 24 номер несется вперед. Дает пас направо. Обратный пас не получается. Ну-ка. Передача в центр. 27 номер. Передача в центр. Отсюда удар. Гол! 24 номер забивает гол. Нет, был офсайд. Да, боковой судья. Там заранее уже поднял флажочек. И уже второй отмененный гол у нас. Ну-ка. Константин борется. Падает. И там был фол. Ушел мяч, ушел. И боковой. Быстро вводит мяч. Пас назад. Здесь Рацкевич. Передача вверхом. Отлично. 7 номер. Идет вперед. Идет. Хочет штрафную площадь. Передача на дальнюю. Но не точно. По-моему, это даже удар был. Да. Отличный шанс, чтобы отыграться был. Козырев забирает мяч в руки. И выбивает мяч подальше. Отлично. Идет вперед игрок Владивостока. Но 13 номер на пути мяча. Передача вперед. Здесь Константин Гохвейс. Передача на левый фланг. Успеет, не успеет. Не успел, да, немножко не успел. 24 номер. И удар от ворот. Ну-ка, у нас аут. А, сейчас вот комментируем довольно тихо. Вот меня спросили на перерыве. Потому что мы переместились, да, повыше от трибун. В прошлый раз вот прям возле трибун мы сидели. Из-за этого очень много посторонних звуков было на трансляции. Вот все вот болельщики, да, всех было слышно.
Центр передача. Уткевич. Нет, пропускает мяч. Из-за этого мяч приходит к соперникам, но соперники тоже не смогли. Оу, падает там игрок. Центр передача. Ну-ка, что же придумают? Передача в центр какая-нибудь напрашивается. И здесь аут. Из-за боковым будет введен мяч. 45-й номер с мячом. Потихоньку уже готовят замена. 88-й номер. Все еще с мячом. Воткевич против него. Держится за голову. Но можно играть. Да, кровь пошла у Воткевича. Ну-ка, 27 номер. Перед ним пространство. Идет вперед. Воткевич с мячом. Встречает. 24 номер. Передача в центр. Обратная. Отсюда удар попадает в защитника. Развернулся игрок. Там Данил Мирошниченко. И выбивает мяч подальше. Но мяч все еще в поле. Оскар Гузеев не успевает. Нет, там все, по-моему, мяч ушел за ворота. Двойная замена у нас у гостей. Номера 77 и 70 готовятся войти на поле. Это у нас Батуев Алан, номер 77, и номер 70. Это у нас Гресов Степан. И заменяет 28 номера Глеб Зорин. И какой? Не успел видеть я. Кто еще? По-моему, Владислав Шевченко покинул поле, номер 7. Хорошая передача налево, 24 номер. Ударить? Нет, не успевает ударить. На пути мяча игрок. Да, в это время Воткевичу оказали помощь. Да, все еще кровь у него. Кровотечение еще не остановлено. И Владислав Воткевич не может войти в игру. И в это время угловой у нас. Передача в центр. 15 номер. Ну-ка, отсюда удар. Выше ворот. Гости забили, но вот хотят упочить преимущество. А с Зарадом упал игрок там в защите. А Михаил Кабанов там пострадал. Требуется помощь врача. Полчаса нам где-то еще играть. 63-я минута.
Покидает поле вот Михаил Кабанов. Будет оказывать ему помощь за пределами поля. И в это время у нас будет вот мяча в игру. Закидушка в центр. Маткевич отбирает у него мяч и бежит вперед. Передача 24-му. И в центр. Отсюда удар. Гол! 2-0. Сейчас уже точно гол засчитан. У нас третьей попытки гол засчитан. Забивает номер 77. На 65-й минуте матча. Да, Алан Батуев только-только вошел в игру. Буквально вот минут 5 назад. И уже вот отметился результативным действием. Константин Гахвейс, да, вводит мяч в игру. Закидушка вперед. Там Константин Гахвейс должен побегать. Вратарь выбивает мяч. Ну-ка, пас вперед. 5-й номер. Передача в центр. И вот по левому флангу атака развивается. Перевод направо. Но здесь Гузеев Оскар проводит мяч и будет введен мяч с аута. Вот мяча с аута к атаке не привел. Пошла атака уже гостей. 38 номер с мячом. Сам бьет издали. Попадает в Кабанова. И нет, выбивает мяч хозяева. — 45-й номер будет вводить мяч. Пошла подача. Но здесь Данил Мирченко. Бежит он, бежит. Догонит, догоняет мяч. И вот прям по ленточке, по линии поля. И передача направо. Перевод. Но нет, немножко высоты передачи не хватило. Перехвачена передача. 11 номер. Назад. Направо. И по флангу, да, нужно было скидывать. Аут. Еще 25 минут у нас играть. Константин Гохфейс там, да, нарушил правила в атаке. И вот после свистка уже нанес удар. И штрафной удар. Да, понадежнее. Ваут выбивает 13 номер. А с вводом мяча игрок гостей не спешит. Да, счет устраивает их. 2-0. А в это время тренера готовят несколько замен. Пас назад. Через вратаря. На фланг.
Отлично, да, перепасовка в центре. 24 номер. Закидушка в центр. Но нет, защита успевает. Да и вполне может даже через ВТС играть. Никто их не осудит. Но ребята несутся вперед. Козырев вводит мяч в игру. Ну-ка, Данила. Отлично идет вперед. Успевает. Нет, не успел чуть-чуть. И уже гости идут в атаку. 45 номер. Передача в центр. 38 номер с мячом. Передача в центр. 45-й навешивает. Ну-ка. Тоже откликнется на навес. Удар. И Козырев спасает команду. После удара 38 номера. И в это время у нас замена. 19 номер. Заменяет 5-го. Это Иван Климов покидает поле и входит в игру Гришин Максим. Ну-ка, пошла подача. Нет, защита первая на мяче. Оскар. И Данил Мирощенко бежит вперед. Падает и в мяч играл, говорит судья. Да, все слышно здесь. Немножко не догоняет мяч. Судья заранее, да, крикнул, аккуратнее надо играть. Когда еще до мяча метров 10 оставалось игрока. А зато вот превентивно. Ну-ка, вратарь вступает в игру, да, выбивает мяч. Ну-ка, тут двойная замена у нас намечается. 15-й и 24 номер покидает поле. И входят в игру 10 и 18. Веретельников Марк и Ефанов Владислав. Заменяют они Клименко Владислава, 24 номера. И Чигарева Ярослава, номера 15. Ну-ка, пас. Есть Батуев Алан. Срабатывает угловой удар. Вот автор второго гола, номер 77. У нас еще минут 20 играть. Может еще встреча измениться в любую сторону. Пошла подача, попадает в защитника. И Козырев вводит мяч в игру. Сразу пошел высокий заброс. Здесь, по-моему, Оскар Гузеев пошел в атаку. Кабанов, по-моему, требует замену. Ну-ка. Падает Данил. Но тут Владислав Рыткевич. Передача ему же. Ну, оттесняет его. Передача вверха. Нет, все еще мяч на поле. Передача в центр. И успевает 11 номер. Попадает своего.
Но ничего. Мяч все еще у команды хозяев. Еще по одному человеку с каждой команды готовится войти в игру. Пас назад. Это у нас 21 номер готовится в игру. Это Шульгин Глеб. И 94-й у гостей это Гусев Степан. Хорошая подача верхом. Но вот до Константина Гахвейса мяч практически не доходит. Хорошо головой снимает эту передачу 7-й номер. Пас на левый фланг. А никак не могут вот, запасные дождаться, что мяч покинул пределы поля. Пошла подача вперед. Ну-ка. Так, да, вступает в игру. Выбивает мяч. Кабанов там, да, страдает, держится за ногу, но вот выбивает мяч. И замена у нас. 23-й номер. Махлай Алексей. И 23-й это у нас Серцов Павел, да. Идут отдыхать. Штрафной удар. Здесь Музеиров Оскар нарушил правила. Быстро разыграли, но ушел мяч в аут. Даниил Мирщенко выбивает мяч в подкате. Сюда пошла подача в центр. На еще один аут. Да, вот еще одна замена. Кабанов Михаил покидает поле. Вот 3-й номер. И Васильев Кирилл, номер 4, входит в игру. А Кабанов даже сюда не стал подходить. С той кромки поля, с дальней от нас, покидает поле. На видите, он хромает, уходит с поля. Пошла подача в центр. Козырев забирает мяч в руки. На Константина в надежде, но защита снова снимает этот мяч. Владислав Аткевич прессингует. В защиту вот стал 94 номер. У нас еще 15 минут играть. Счет 2-0. Ну-ка. Выбивает мяч на трибуны. И 87 номера меняет 5-й номер. Нагирбадзе Даниил покидает поле. И Серебряков Дмитрий входит в игру. Да, по-моему, практически все замены сделали оба тренера. И нас чуть больше 10 минут играть. Перехвачена передача.
Даниил бежит вперед. Ну, там, конечно, защитник успевает. А довольно далеко пускает мяч. Передача направо. И ну-ка, 10-й номер. Хорошо, идет вперед. Дает передачу. Центр. Нет, развернулся. 70-й номер. Передача верхом. Удар через себя. Мяч скачет. И в итоге Козырев Илья забирает в руки. А трибуна активно гонит команду вперед. Команду хозяев. По флангу передача. И 77-й номер. Хорошо, обыграл здесь 7-го. Передача в центр. Можно еще раз направо. Но нет, немножко не точно. Идет вперед. На пути Гузеиров. Выиграет его. Передача все равно пошла. И головой снимает мяч защитники. Пас направо. Передача в центр. Ну-ка. Нет, снова защитники вступают в игру. Да, буквально ни одного момента не было у Константина Рахвейса. Так, передача в центр. И нет, уходит мяч за ворота. Будет у нас угловой удар. Пошла подача. Выбили мяч. Аткевич Владислав с мячом. Идет на судью. Нет. Шел дальше. И передача в центр. Но никого там не оказалось. 70-й номер. На 77-го. Тот под правый ушел. Передача в центр. И вратарь вступает в игру. Удар от ворот. От ворот. Да, чуть-чуть не успел там нападающий. Ну, не совсем нападающий. Он же сразу возвращается в защиту. Это был 84-й номер. Да, вот в предыдущем матче у нас вот было куча флагов, куча кричалок в этот раз. На будний день, наверное, это сказывается. О, там игрок упал, лежит на поле. Да, требуется врач. За голову держится игрок. Снова Владислав Иткевич. Ну-ка, 94 номер. Пас назад. Отлично принимает мяч 77 номер. Отдает передачу направо. Да, игрок. Передачу хотел. И здесь игра рукой, по-моему, была. Да. Боковой судья это заметил.
Около 5 минут у нас осталось играть. Передача вперед. Да, Константин Гахвейс наконец-то вот дотянулся до мяча. Падает там Данил Мирощенко. Константин идет вперед. Передача в центр. Но не успевают зайти туда игроки. И выходит из обороны команда Владивостока. Отличная контратака пошла, да. Быстрая-быстрая. А нужно защитникам вступать в игру. Выбивает мяч номер 4. Ну-ка. Пошли вперед. Якутяне. Передача вперед. Центр. Ай-яй, немножко не хватает Константину. Вячеслав Фредкевич, да. Нарушает правила. И штрафной удар. 38 номер у мяча. Нет, ушел он. Теперь у мяча 18 номер. Ифанов. Передача. И Козырев вступает в игру. Илья Козырев сразу отправляет мяч вперед. А ни секунды дольше нужного не держал мяч в руках. Передача вперед. Ну-ка, Константин. Удар. Гол! Да, в касание. Перекинул вратаря. И счет у нас становится 2-1. Один-два. Да, еще матч может перевернуться. Да, трибуны тоже оживились. Да, первые заработанные очки. Да, в 4-м матче, домашнем матче, получается. Потому что 2 возраста играли вот на прошлой неделе. И вот второй возраст сейчас играет. 4-й матч всего в итоге. 2 младшего возраста и 2 старшего. И пока что вот заработанных очков не было. А второй мяч там на поле. Снова второй мяч на поле. Да, прессинг призывает краевая спортивная школа. Отлично здесь Даниил Мирощенко разобрался. Можно пас отдать. Да, пока что передержал. Пас назад. Ну-ка. Нужно отыгрываться, да. Якутянам. Передача вперед. Немножко не точно. О, рикошет там был. И ну-ка, 21 номер. Хорошая передача направо, но нет. Немножко не точно. И теперь, да, гости будут немножко подтягивать время. Передача вперед. Маткевич идет вперед. Все еще с мячом. Ну-ка. Под левой. Пас на Данила. О, Данил падает. Это, конечно же, штрафной удар. Да, прям руками вытолкнул его. Да, опасный штрафной удар. Ну-ка, посмотрим. Возможно, один из последних шансов. Да, сравнять счет. Счет пока 2-1.
Ну-ка, сколько добавлено? 4 минуты добавлено. Достаточно у нас времени будет. Оказали помощь игрокам. У мяча Константин Гахвейс. Снова нам не дают продолжить встречу. Да, Гахвейса поддерживает трибуны. Константин Гахвейс у мяча. Опасный штрафной. Да, наверняка 1000 раз пробивал с этой точки он на тренировках. И вот тот самый момент, когда нужно это сделать во время игры. Уже 90 минут встречи. Да, уже добавленное пошло. Да, там судья всем подсказывает. Никому не толкаться, не держаться. И ну-ка, Константин. Удар! Попадает в стенку, да. Хотел, видимо, низом пробить под стенкой. Но нет. В это время контратака. 18 номер с мячом. Бегает под правой. Правой бьет. Попадает в защитника. 19 номер идет вперед. Но нет его. Запрессинговали. И отлично, да, в подкате мяч сыграл. Ну-ка, у нас еще пару минут есть. Бегут игроки Якутии. Оу! Держится за ногу. И здесь фол. Но без карточки обошлось. И ну-ка вынос. Данилу. Ну-ка, хорошая атака. По правому флангу. Мяч не покинул поле. Можно играть. Гузеев отбирает мяч. Пуляет по флангу передачу. Но никого там не оказалось. Отлично здесь защита. Оу! По ногам немного получили, по-моему. Ну-ка, 38 номер. Передача верхом. Слишком сильно. И удар от ворот у нас будет. Да, катящийся мяч был. Передача в центр. Даниил. Бежит. Да, нужно было расставаться с мячом пораньше. Ну-ка, 18 номер. Идет вперед. Бьет. Но нет, слишком слабо. Он и так был готов. Козырев. Ну-ка, здесь надо побороться. Константин Гахвейс дает передачу. Даниил. Нет, передача направо. Центр. Нет, не удается 19 номер. Хорошую передачу сделать. Мяч скачет по полю. 11 номер. Падает там игрок. Да, надо до конца доиграть. Чуть-чуть осталось. Тем и другим. 4 номер успевает, да, выбить мяч угловой. Нет, отворот, показывает судья. И наверняка последняя атака уже пошла. Пошла передача вперед. Ну-ка. Константин Гахвейс, Данил Мирошченко.
И время закончено. Поздравляем команды старших ребят из Владивостока с победой. 2-1. Очень напряженная была игра. И спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал и ВКонтакте UFL ДВ. Там увидите все опасные моменты, все